Друзья, делаю эту вставку для следующих 3 видео о том, как я возвращался в Якутию. Потому что предыдущее видео я не смог в итоге смонтировать в дороге, к сожалению. Все пошло не так, как я хотел, как я планировал немножко. Не успевал просто с монтажом, и в итоге вот закончил где-то на Йошкар-Оле. И дальше уже я понимаю, что сейчас меня ждет экспедиция в Арктику. Дай бог все сложится, и я уже не успею все смонтировать. По итогу я буду промежуточные те вот последовательные видео выкладывать и монтировать уже, наверное, осенью. Вот хотел об этом сказать, но не могу уехать в следующую экспедицию, хотя бы немножко поделившись возвращением на мою вторую родину, в Якутию, то есть этими чувствами, своими эмоциями. Поэтому вот и хочу сказать еще, что автопробег закончен, в принципе, хорошо, но мог бы закончиться гораздо лучше и пройти гораздо лучше. Вот насколько человек все-таки творчески подвержен эмоциональным каким-то потрясениям. Вот у меня случилось событие, это было на Алтае, такого личного характера. Все хорошо, все живы-здоровы, родные, но вот оно меня очень подкосило эмоционально. И в результате я не смог монтажом заниматься, потому что это все-таки творчество, да, это реализация творческого своего какого-то потенциала. Не смог нормально снимать, вернее, я снимал как мог, но вот чувствую, что мог бы лучше. К сожалению, это все так, но руки не опускаем. Я в любом случае, это только начало. Планета Дружбы Народов проект продолжается, и он будет жить дальше. Я что-нибудь придумаю, буду думать, я теперь всего себя буду ему посвящать. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, спасибо за вашу поддержку. Я вот почему вот это сейчас говорю, потому что чувствую ответственность. Благодаря в том числе и вашей помощи я добрался, я его реализовал, вот эту первую часть, автопробег Дружбы Народов. И хочу сказать, что я потратил все ресурсы, что у меня были, чтобы его реализовать. Я приехал в Якутию, у меня 4000 в кармане и все. Но меня это не пугает. Разберемся, что-нибудь придумаем, все будет хорошо. Я уверен, главная цель, главная мечта — вперед к ее реализации. А пока, дорога в Якутию. Друзья, я вас приветствую на нашем автопробеге Дружбы Народов, который уже подходит к концу, к завершению. Я покинул Читу, выехал из Читы, еду сейчас до Нерюнгри. Дорога мне предстоит уже 16,5 часов, 1250 километров. И в Нерюнгри надо мне постараться вернуться уже завтра днем. Поэтому будет достаточно сложновато мне вот сегодня ехать, похоже. Что делать? Николай улетел из Улан-Удэ еще к детям своим, поэтому сейчас я один. Но мне одному хорошо, мне нравится. Все замечательно. Так что скоро буду в Якутии, на своей второй родине. Скоро буду дома. Первые города Якутии — это Нерюнгри. Да, погодка кардинально изменилась. Дождь такой поливает, уже темнеет. Ехать в такую погоду не хочется, надо сейчас где-нибудь запарковаться. О, молния опять. Вот сейчас такая мощная была, вот до этого сверкнула. В общем, надо запарковаться, пока темно, поспать до рассвета. У меня еще 650 километров. Ну все, свернул. Местечко нашел тут. Молнии сверкают, гром гремит. Дождь то идет, то не идет. В общем, жарко, на самом деле. Я прям залез, что-то. Вот так вот сейчас на переднем сиденье подрыхну. Когда мы с Колей ездили, он спал здесь, а я спал там, где руль. Там менее удобно. Здесь хоть попросторнее, так что нормально. Высплюсь. Сейчас время 10, в 4, наверное, встану и поеду. Чтобы быть к обеду, надо быть в Нерюнгри. Стараться. Чуть побольше поспал, чем хотел. Хотел встать в 4:30, встал в итоге в 5:30. Сейчас почти 6. Приеду я, навигатор показывает
14:42. Ну, а мне надо бы, конечно, это уже впритык. До 4 часов надо быть в Нерюнгри, край. Да, дорога, конечно, разнообразная. Много и асфальт хороший кусочками есть, что там прям едешь, наслаждаешься. Ну и много вот таких вот. Сейчас даже не знаю, сколько это продлится. И беда в том, что его не обогнать. Вот впереди фура идет или что там такое тяжелое. Ничего не видно, я приближаюсь, и все, вот дым столбом, пыль. И на обгон даже не пойти никак. Попробуем. Сейчас, может. Ой. Ура! Замучился за ним ехать. И вот перед нами город Тында. Кстати, масштабный, я даже не ожидал. С высотки такие виды открываются, многоэтажки. Про Тынду я слышал как-то на каком-то... У нас был автопробег в Аймикон, и там была команда из Тынды. Я вот тогда узнал, что есть такой населенный пункт. И вот обязательно надо хотя бы... Здесь я хочу взять земли, потому что Тында — это город Амурской области, из которой я сейчас поеду, уже окажусь в Якутии. Это последний регион до Якутии. Поэтому очень здорово. Сейчас я по навигатору включил куда-то в центр. Прокачусь, посмотрю. И поедем дальше. Река Тында. Ну вот немножко с городом я уже познакомился. Это администрация. Сейчас с мужчиной так хорошо пообщался. Ну, спросил, где лучше заправляться. Объяснил мне заправку. Ну, я поставил уже в навигаторе точку. Ну, сняться он не захотел. Но, тем не менее, так очень здорово пообщались. Павел вроде бы зовут. Павел, спасибо, если вдруг увидите. Приятно было встретить хорошего человека в Тынде. Я вот до храма решил дойти. Православный переход храма Святой Троицы. Видимо, строители решили оставить о себе след. Такие вот. Это вторые я уже встречаю. Одни пролетел. Камушки наложенные. Места, конечно, тоже здесь. Дорога хорошая сейчас идет. Вон. Ну, горы там их сейчас не видно. Ну что, вот я и доехал до Якутии. Наконец-то граница. Нерюнгрийский район. Ринский. Подходит к концу наш автопробег Дружбы народов. Первый этап большого проекта Планета Дружбы народов, который будет продолжаться обязательно. Я все сделаю, чтобы это было так. По дороге протекает речей Якут. О, это здесь мы подъезжаем к деревне Йенга. Отсюда Максим Александров из Улан-Удэ, мы с ним познакомились. Потом говорил, что это его родная деревенька, откуда он до 10 лет маленький ездил постоянно на оленеводские стоянки, все лето проводил там. Вот мы к ней подъезжаем. Здорово. И тут делают бурятские бузы на дороге. Вот он и город Нерюнгри на горизонте. Ура, ура, добрался. Не знаю, с кем я увижусь на самом деле, но я тут 2 раза я был в Нерюнгри. И последняя поездка, где-то год назад весной, мы ездили, я познакомился с разными интересными ребятами. И вот сейчас еду в мастерскую к Владимиру. Он открыл свою вот мастерскую по резке, лазерная резка, я так понимаю. И он сказал, что Игорь, приезжай, ждем тебя. Есть для тебя классные сюрпризы и подарки.
Вот, так что сходу первым делом я еду к нему, и поэтому я и торопился, потому что Владимир сегодня уезжает в Благовещенск, по-моему, в 5. Я вот сейчас к 3 часам подъезжаю с копейками, а он в 5 уже должен уезжать. То есть мы как раз так вот разменемся, именно поэтому я так торопился успеть. Есть еще девочка Ляля, у нее день рождения был позавчера, по-моему, если я не запутался, и завтра она будет отмечать. Пригласила меня тоже попраздновать с ней, но единственное, что мне надо ехать в Якутск, и я пока вот сейчас голову ломаю, задержаться ли еще на сутки в Нерюнгри или ехать дальше. Не уверен, что попаду на праздник, но возможно и попаду, я еще не решил. Слушайте, так прикольно оказаться в Нерюнгри на машине. До этого я был пешком. Ну что, где-то тут вход в подвале с торца, наверное, здесь. Да, вот у него название интересное. Нерурезка. Нерюнгри и резка. Ну, прикольно. По дереву. Вот это вот тоже его сделанная работа. Класс. Я за то, чтобы малый бизнес развивался. Привет, друзья. Привет. Ну, я добрался. С приездом. Че, уставший? Да, нет, не особо. Не особо. Сейчас у меня еще жена подойдет. А, Ну, смотри. вот, давай, я что пока. мы тебе? Гляди. Ух ты! Какую мы тебе красоту. Обалдеть. Смотри, тут Супер. магнитики, А это магнитики, брелочки да? Ух и ты. значки. Вот тут мы написали от Нерурезки. Ага, здорово. Ну, проекту «Дружба народов». Тут вот 100 лет Якутии. И там... И вот якутский. Да. Блин, здорово. Возьми слушай. в руки вот его. Очень приятно. Ну-ка, подержи-ка, давай возьму. Класс. Сейчас она вот так вот. Да, ты бери, ты Жулик. обратную сторону погляди еще. Она двухсторонняя. А, здорово вообще. Вот, класс. Вообще, я прям символ. Запомните этот символ дружбы народов. Короче, вот это получается у нас основной станок, который мы первый приобрели. Он у нас уже вот с самого начала. То есть сперва начали с него. Он режет, получается, фанеру, акрил, ну, кожу, там, гравировку делает и так далее. Потом мы, значит... А, он именно режет, да? Да, вот Оксана подошла. Оксана, моя жена. Здравствуйте. Вот это Игорь. Сразу на съемку. Оксана. Попала, да? Да, да. И вот мы с женой, получается, здесь этим занимаемся. Так, пойдем. Сюда мы, говорю, уезжаем. Здесь у нас такой рабочий беспорядок. Наоборот, такое самое то, неподготовленное. Это как То раз... есть вот этот станок, это оптоволоконный маркер. Вот. Такая штука. То есть здесь он уже на металле делает. На металле, там, на пластике можно там. Короче, можно вот такая штука есть, поворотная ось, на кольцах даже на внутренней стороне можно делать гравировку. Крутит вот так, ага. Да, то есть на цилиндрических поверхностях. Ну, типа таких. Я вот Здесь у нас закрыто, в Датсане вот приобрел. последнее наше приобретение, это мы вот в феврале приобрели, тоже дорогостоящий аппарат. стоит, если- Полмиллиона. полмиллиона. То есть это 40×30, вот УФ принтер позволяет печатать на дереве, на стекле, на пластике, на чем угодно. У него особенность такая, что он печатает и ультрафиолетовыми лампами сразу запечатывает краску и позволяет печатать вверх. То есть шрифт Брайля, знаешь же, такое есть, для слепых точки. А, ну да. Вот он позволяет делать тактильные Вот такие. таблички. То есть он, вот покажу там, вот, который напечатан, там даже пальцем проводишь, чувствуется, Чувствуешь. что он рельефный такой. Вот, ну, такая. А, вот шрифт Брайля, вот можешь провести вот, пальцем. да. Вообще мечта такая, что у нас будет свой дом, своя мастерская, и я бы что-нибудь занимался, знаешь, для души. Вот, поэтому хочется вот прямо с деревом работать. Вот у меня вот есть натуральные ценные породы дерева. Видишь, какие? Наверное, такие не видел. Это Амарант. не покрашенное? Нет, амарант. Ну, вот это Бубинга. вообще не видел, ага. Это дуб. Еще вот один момент был с Владимиром прикольный. Когда мы были в Чайковском, да, казалось бы, небольшой городок, а у Владимира вообще- там... Я вообще обалдел, конечно, что я сам там жил, то есть у нас там, у меня мама там похоронена, вот, у меня там бабушка, у меня там тетя, у меня родная сестра, трое племянников и около 30 родственников. Мама с папой там школу закончили, вот.
И я просто увидел, что там вот друзья, ну, Родители вашей семьи, что вы туда приехали. Если бы я знал, конечно, там увидел, что ГЭС вот это, ну, родные места. Я вот в этом году, если получится, мне надо, вот у бабушки вот день рождения было, и она 35-го года. То есть уже старенькая. Мне надо туда вот прям вообще, она вот мы по видеосвязи связывались. Там все родственники собрались. Володя, когда же ты приедешь? Я тут с этим вот, ну, с бизнесом все никак не можем. Тут пандемия, мы уже купили билеты и не получилось. Пришлось их сдать. Это ваш родственник? Да, это Володин дед. Герман Иванович. Классно, для бессмертного полка такие еще таблички можно. Здорово. И делали двойные и тройные. Владимир член тоже РГО, неангрийского отделения. Вот Да, у меня флаг. вот тут флаг. Класс. А я вот не раздобыл пока себе. Ну, здесь получается бизнесом, когда занимаешься, нет возможности даже не то, что там, знаешь, в лес выйти, и то, ну, стараемся. Вот сейчас открылся у нас здесь глэмпинг-парк, очень крутой. То есть 15 километров от города, шатры, там, двухспальные кровати со светом. Там. То есть можно со своей палаткой приехать. Две девочки открыли, мы ездили туда, просто вообще бомба. Вот такие медали. Это этот год, да? Да, это в этом году таких 150 медалей делали. Потом, что тут у нас? Вот тоже 100 лет СССР. Управление культуры, по-моему, заказывало. «Газпром» тут. А ты для них делаешь и себе оставляешь? Очень редко оставляю, это бывает, знаешь, просто мне нравится изделие, я говорю, давай я 2 сделаю. А, копию вот делаешь? Ну, очень редко. Вот что остается. Ну, как музейчик такой, да, у тебя здесь? Тут очень мало. У нас больше 10 тысяч фотографий наших изделий в телефоне. То есть иногда, знаешь, старые смотришь, думаешь, это что мы делали, что ли, даже это самое. То есть мы отправляем-то по всему Дальнему Востоку, у нас заказчики и с Камчатки, и с Магадана, и, короче, по всему Дальнему Востоку. Не только здесь, в Нерюнгри. То есть заказываем по всей России. Надо по всей России, да, по всей России. Ну вот сейчас вот недавно, что мы, 2 часов в Питер отправляли, к нам обратились. Как там тоже, ну, короче, нашли нас, говорит, мы хотим у вас заказать. Хотя вроде бы... Воспитатели. Да, именные часы там делали. Я хочу помочь вашему развитию, я вот сделаю отдельное видео. Потому что мы тут так вроде чуть-чуть рассказали, да, но мало того, что можно было бы, ну, много не сделать. Это все оставлю в описании тогда, возьму, надо сфоткать будет. Игорь, очень рады вообще, что ты к нам все-таки заехал, мы тебя дождались, мы хотим пожелать в этот знаменательный год для всех якутян, кто живет в республике Саха-Якутия, 100 лет Якутская ССР. Вот, и передаем большой привет Якутску, всем нашим друзьям. Также у меня там родственники живут. Ну и скоро увидимся тоже в Якутске. Приезжайте, да, будем ждать. Все, пока-пока. Желаю развития вашему делу, очень здорово, Спасибо, мне очень понравилось. Спасибо большое. Спасибо. Я тебя узнал тоже, привет. Когда обниматься было. Давай. Я просто люблю первый кадр. Да? Сразу сходу. Вот знакомьтесь. А что ты делаешь, расскажи, маленькое интервью. Здесь большой праздник. Вот руководитель магазина «Божья коровка», вам название его. Ему сегодня 6 лет. И Ксения является социальным предпринимателем, можно сказать. Она очень помогает городу, вкладывается, как-то ценник такой минимальный делает, максимально минимальный. И вот сегодня она большой праздник организовала для всех деток города, для покупателей и вообще желающих. Здесь очень много локаций, ростовые куклы, клуб реконструкции 10-11 века Руси, много аниматоров из фаер-шоу, ролевики. Ну, вот, прям большой праздник получается. Да, я еще только подошел. Было около 500 человек здесь. Ну, так вот. Круто, молодец. С днем рождения тебя, спасибо. Все, надо ехать. Дождь, видимо, меня преследует. Только я из него вырвался, как опять фронт дошел до сюда. Надо заночевать, успеть до дождя. Сегодня надо разложиться. А то я буду совсем тяжелый. На переднем сиденье как-то мне не очень спалось по итогу. Сегодня хочется нормально сделать. Стелла Нерюнгри.